аппетит появился. Аппетит нормальный, да? Настроение дикаху. Радости Азы Дзурматовой, кажется, нет предела, ведь она сегодня выписывается из инфекционного отделения. Отличное настроение и, самое главное, улучшившееся состояние 52-летней пациентки сегодня можно наблюдать благодаря ее твердости характера, отшучиваются медики. Сама Аза вспоминает, как чувствовала себя при поступлении. Больше недели назад потеряла интерес ко всему, а порой и вовсе теряла ориентир в пространстве. Всему виной двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Эгер халадар фудар слабость. Хаур отточе давах магутхон яхам яхо отточе вообще апатия ко всей пище вообще хатмая химада цахамада. Все время боль в спине, отдышка, дышать невозможно. Ахцут лечить дой фуна дой. Язык хаургут юлусу, но все равно опять с ног сваливаюсь. Ах, царь, что сих пневмонии, да, в больнице, да, ой, укус хаеч. Агар, чех температуру сбить, я шашт могу, да, уарцабян. Шинкадина, мехтёлер. Они очень ответственные девочки. И несмотря на тяжело больных нас, хат мягкие, подойдут, поинтересуются, поддержат там. В масках мы, не в масках мы, вот помощь вот от них, я не знаю, дальше, я не знаю, мялер долцанс. Разделить эту радость и с другими пациентами не получается. Проходя по коридорам отделений, наблюдаешь, как пациенты борются за жизнь. Справляясь о состоянии здоровья и моральном с каждым, кто хоть как-то может разговаривать, врачи нередко становятся еще и психологами. Марит Накостроева, заведующая терапевтическим отделением. А здесь, в инфекционном, она знает истории болезни каждого пациента наизусть. Больная Хашиева поступила в тяжелом состоянии, находится в отделении 12-й день. Сегодня планируется на выписку, положительная динамика, состояние удовлетворительное. Больная замечательная, послушная, все рекомендации выполняла. Коронавирусная инфекция не только не отступила, симптомы утяжеляются, о чем еще раз напоминает главврач больницы Фатима Кукурхаева. Каждый день сюда поступает по 2-3 больных, нередко в критическом состоянии. Для пациентов предусмотрены 60 коек-мест, 42 из которых заняты. 7 человек находятся в реанимации, 3 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Могу сказать, что, конечно, болезнь, коронавирусная инфекция продолжается. Могу с уверенностью сказать, что более в агрессивных формах, потому что очень много тяжелых больных на сегодняшний день и в нашем инфекционном отделении по всем нашим данным идет тяжелее формы. У нас есть все необходимые медикаменты. То, что у нас заканчивается, мы заказываем, подвозят. Вы знаете, здесь даже рассчитать как бы невозможно бывает. То много больных, нуждающихся в каких-то специальных препаратах, то их меньше бывает. Поэтому, во всяком случае, без лекарств ни один больной у нас не остался. Пользуясь случаем, хотела бы обратиться к населению, что все-таки нужно соблюдать эпидемиологические мероприятия, посещение вот таких массовых мероприятий, свадьбы, такие как похороны. Медсестра вводит внутривенную инъекцию. Пациент, подключенный к аппарату ИВЛ, прилагает все силы, чтобы показать, вирус его не сломит. Заглядываем в другие палаты, откуда слышны слова благодарности врачам за их профессионализм, сопряженный с риском для здоровья, за заботу и просто внимание. А медики скромно отмалчиваются и продолжают свою работу. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24.